Сегодня мы поговорим с вами о чтении, о формировании читательской культуры, о формировании читателя как одной из важных задач литературного образования вообще. Что дурно, что хорошо, что надо любить, а что ненавидеть, и ради чего стоит жить. Так размышлял один из любимых героев Льва Николаевича Толстого в его эпопее «Война и мир». О том, что дурно, что хорошо, и ради чего стоит жить. И на многие-многие вопросы отвечают книги, хорошие книги. Вот сейчас мы все, учителя, преподаватели, общественность, родители, ученые, озабочены кризисом читательской культуры в нашей стране, ну и вообще в мире вообще, в целом. И вот вы, может быть, подумаете, какой там кризис? Так, но кризис есть. Вот мы, представители старшего поколения, отчетливо помним времена, когда поэты, писатели собирали стадионы. И лично я в годы своей аспирантской молодости в Москве видела толпы, сотни людей у памятника Маяковскому, когда читали стихи. Лично я пробиралась через конную милицию в Лужники на встречу с писателями Чингизом Атматовым, Евгением Евтушенко. У нас, я помню, когда приезжал первый раз Евгений Евтушенко к нам, со сломанной ногой приплывал на костылях, что у нас творилось. А когда у нас в нашем ГУКе, в нашем стареньком ГУКе, Андрей Андреевич Вознесенский приезжал и проводил один-единственный поэтический вечер, на нас жаловались физкультурники, что мы чуть не сломали физкультурный зал, потому что было столько людей. А это был конец июня, между прочим, уже. Студенты-то в основном были на каникулах. Это было. И ночи перед книжными магазинами, когда объявлялась какая-то подписка, и номера писали на руках. Все это было. И вот прошли десятилетия, и ситуация кардинально изменилась. Я со своими студентами уже много лет, ну, может быть, даже с начала 90-х годов, занимаюсь изучением эволюции читательских интересов. Сначала это были у нас факультативные курсы, теперь они называются элективные курсы, научный кружок. Это целая серия студенческих дипломных работ, несколько даже диссертаций защищенных. То есть говорить о том, что вот это вот никого это теперь не интересует, наверное, не приходится. Так вот, давайте подумаем, причины. Ведь наука всегда интересуется причинами. Ну, причины, на первый взгляд, вот они налицо. Во-первых, изменение ценностей. Вообще, ну, некоторый отказ, можем сказать, замена вечных, которые нам казались вечными ценностями, на другие сомнительные ценности сегодняшнего дня. Кроме того, это, конечно, наступление информационных технологий, в частности, интернета. Далее это, конечно, компьютерные игры. Ну и, в общем-то, наступление массовой культуры в целом, а и в частности массовой литературы. Что касается конкретно чтения, то, естественно, у людей, у учеников, у них практически очень мало времени остается на это чтение. И вот, значит, вот это с нами поэтому происходит. Возникает еще один вечный вопрос. Что же с нами происходит, мы уже немножко поговорили. А вот возникает вечный вопрос. Ну, мы не будем выяснять, кто виноват, тут уже понятно. А что делать? И вот научное сообщество, общественность, преподаватели, между прочим, прежде всего, нашей кафедры методики преподавания русского языка и литературы, в целом давным-давно уже озаботились. Кроме того, существует всероссийская программа развития и поддержки чтения. У нас на факультете 4 года назад прошла всероссийская международная, можно сказать, конференция, которая рассмотрела и утвердила, сама конференция, концепцию
поддержки, развития и поддержки чтения в образовательных учреждениях нашей республики. И вот поэтому мы вот в течение 4 лет разработаны были программы, в том числе известная, наверное, многим из вас программа, надеемся, что всем, программа «Читающий университет». В рамках этой программы мы составили с преподавателями фундаментальных литературных кафедр, был составлен список, золотой список 100 произведений, минимум такой, который должны прочитать студенты во время учебы в университете, если они этого не читали. Ну, наверное, сейчас уже настало время внести в этот список кое-какие коррективы. И вот в рамках, значит, вот этой концепции, работы по этой концепции, программы «Читающий университет», мы продолжаем исследовать эволюцию читательских интересов. И я не буду вас утомлять цифрами, я скажу только буквально несколько слов. 10 лет назад, готовя к выходу в свет очередную свою монографию, я вместе со студентами провела такое социологическое, можно сказать, обследование читательских интересов. Вот тогда, я вам только одну цифру назову, тогда 3%, кстати, у нас совпали данные с ВЦИОМ, с исследованием ВЦИОМ, 3% признались, что они читают поэзию не по принуждению, а вот по собственному желанию, с удовольствием читает поэзию. Сейчас этот процент, стал гораздо ниже. Мы еще обрабатываем данные. Вот совсем недавно, 5 октября, в День учителя, магистранты нашей кафедры провели, значит, со студентами не филологами в нескольких подразделениях нашего университета, провели анкетирование. Провели так повторно анкетирование, ну, чуть-чуть изменили анкету. Первокурсников. А кто такие первокурсники? Вы сами понимаете, это вчерашние же ученики, выпускники. Цифра с поэзией была гораздо ниже, товарищи. Это очень страшно. И вообще, книги, которые бы они посоветовали, лучше их сейчас даже и не называть. Понимаете, классика уходит. Но нас очень заинтересовал вопрос, а что думают сами вот студенты-первокурсники, а что делать? Что делать? А они, рецепты, конечно, были некоторые абсолютно неосуществимые. Они, например, кто-то кардинально, радикально запретить интернет. Но были и очень, знаете, здравые рецепты. И мы тоже считаем, что читатель начинается с детства, с семьи. Понимаете? И вот вот что делать, вот мы считаем, нужна интеграция, объединение усилий ученых, социологов чтения, теоретиков чтения, литературоведов, психологов чтения, разных ученых, нас, методистов, которые говорят о том, как учить, так? Вот. Нужна интеграция ученых, нужна интеграция воспитателей даже дошкольных учреждений, учителей с начальной школы до выпуска, преподавателей в вузах. Причем, я хочу сказать, как учителей в школе не только русского языка и литературы, но и других предметов. Точно так же не только в университете нас, филологов, но преподавателей других предметов, которые могут, рассказывая об ученых, сказать, какое место занимала книга в жизни этого человека. Как не вспомнить Эйнштейна, который говорил, что Достоевский дает мне больше, чем Гаусс. Понимаете? И можно привести очень много таких примеров. Так? Чтение в жизни замечательных людей, какую роль сыграло разных замечательных людей. Вот, значит, и интеграция, конечно, библиотеки, конечно, общественности, конечно, телевидения. У нас канал «Культура», студенты практически не смотрят, а там ведь бывают замечательные передачи. Нужна интеграция с родителями. Приучать надо в семье, традиция семейного чтения. И я хочу сказать, что на нашем факультете делается немало. На нашем факультете делается немало. Вот акции у нас проводятся. В общежитии мы проводим акции, ночь в библиотеке. Вот эти праздники книги. Вот помните,
праздники книги, которые в день книги устраивались у памятника Максиму Кировичу Амосову-то, когда приходили читатели, и студенты, иностранцы, и самый молодой тогда было 5 лет, так, самой молодой девочки, которая читала, акции «Читаем стихи». Мы проводили конкурсы лучших презентаций, например, на книгу, так. Мы проводили конкурсы и готовим еще один очередной конкурс, так. Во всяком случае, ну, естественно, литературные вечера. Ну, вот, к сожалению, конечно, вы понимаете, говорить, что все прекрасно и удивительно не приходится, потому что финансирование все-таки по остаточному принципу, как бы там ни было, происходит, так? Вот. И потому что, к сожалению, мы иногда работаем параллельно. Вот в библиотеке одно, вот прекрасно же библиотека Белинского работает, так, а мы другое. Ну, с нашей вот, университетской библиотекой у нас вроде бы как-то контакты немножечко налаживаются, так. Вот, конечно, мы же устраивали вот этот книжные обмены, мы устраивали выставки книг. И, кстати, надо сказать, что в школах вот города, в школах республики, в некоторых это очень хорошо налажено. Хорошо налажено. Вот поэтому вот факультет проводит такую работу и будет проводить вот в рамках, хотя год литературы закончился, кстати, и год кино тоже на нас работает, потому что ведь что такое читатель? Экранизации, они ведь тоже работают на нас. Вы знаете, 10 лет назад я своим студентам говорила, никогда не начинайте разговор с изучения большого произведения с просмотра киноэкранизации. А теперь мы говорим, все пути хороши. Все пути хороши. Поэтому вот работа ведется, хотя есть определенные трудности, но, видимо, эти трудности будут преодолимы, если мы объединим все усилия. И закончить я хочу тем же самым стихами. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Кому служить, как жить, для чего жить, что дурно, что хорошо. Мы все это узнаем из книг. Я желаю вам всем быть грамотными, квалифицированными читателями. И я желаю вам всем прочитать много-много хороших, интересных книг.